прошлом году этот муниципальный фильтр на прошлогодних выборах, на губернаторских выборах был использован просто слишком нагло, поэтому в этом году вы все читали, что с Кремля был сигнал о том, что выборы должны быть честными. Муниципальный фильтр как институт, как сам институт себя вызвал у народа негативную реакцию, да, поэтому муниципальный фильтр должны максимально помочь. Поэтому даже в некоторых регионах открыто оппозицию поддерживали. Но в нашем регионе то, что вот как собирали муниципальный фильтр, это, я не знаю, да, трудно подобрать слова, как это делалось. Да, я в своем блоге писал об этом, да, Юрий Куприянов сам звонил, по ночам даже звонил, да, некоторых депутатов уговаривал не давать голоса, то есть не подписываться за Эрнста Березкина. Если бы, допустим, я тогда наврал бы, почему бы он мог бы обратиться в суд за защиту своей чести, да, почему-то он об этом даже не пригрозил, даже не позвонил, даже не отправил мне предупредительное письмо и так далее, да. Это недопустимо, потому что у нас сейчас в новом уголовном кодексе есть статья, это воспрепятствование проведения выборов. Это вот это и есть, есть административное давление, да, это когда начинает открытую давить. Многие и главы, многие депутаты впервые столкнулись с муниципальным фильтром, многих просто ввели в заблуждение, у них брали. Я когда судья еще разрешала, я приехал в Татинский Луз, это было в начале, после праймериз, да, приехал в Татинский Луз и встречался с депутатами райсовета. Они мне сказали, все хором сказали, так мы все отдали голоса, все подписались. Я говорю, здравствуйте, как вы можете подписаться, когда еще Егор Афанасьевич еще не выдвинут? В законе четко прописано, это только после того, как кандидат подает документы, его принимает, открывается спецсчет, после этого только начинается сбор, да. А у нас по всей республике пошла такая скажем так, просто прямой обман. Власть допускает, да, прямой обман. Для чего это делается? Это власть боится своего народа или что, или как-то в общем не все это понятно. Но тем не менее, да, Эрнст Березкин успешно прошел, не совсем успешно, но с этими с оговорками, потому что некоторых депутатов взяли подписи, после него взяли подписи, да, и тоже опять же обманом. Взяли подписи, да, и это все это было доказано, поэтому ЦИКу, нашему якутскому ЦИКу, ничего другого не оставалось, как Эрнста Березкина пропустить. Его пропустили, он первым зарегистрировался.